Друзья, всем большой привет! Позавчера вы посмотрели ролик от 5 июня, где мы подняли остатки продольников. В общем, сделали перерыв по рыбалке. И такой вот резкий скачок по времени. Сегодня у нас уже на календаре 13 июня. Поздравляю всех православных с праздником. Сегодня у нас Вознесение. Работать нельзя. А рыбалка — это не работа. Рыбалка — это удовольствие. Тем более у нас прекратился подъем воды. Вода начала падать. Упала уже около метра, наверное. И мы по новой идем ставить продольники. Вот. Вчера был праздник тоже, День России. Поздравляю всех россиян с нашим великим праздником. Россия сильна и непобедима. В общем, вчера немножко потрудились, вечерком сходили в баньку, немножко расслабились. В общем, вчера вся семья была в сборе. Ну, Леночка только у нас учится. Все, сегодня все у нас уехали. Опять остался я один в деревне со своими заботами и хлопотами. Ну, что у нас изменилось за неделю? Вот такие вот изменения. Тюльпанчики у нас уже цветут вовсю. Сиреневенькие вот такие. Раз, два, три, четыре. Вот такой четвертый сорт. 4 или 5 сортов тюльпанов. Что-то еще не распустились. Что-то уже скоро вот эти сорта уже, наверное, начнут падать. Ну, красота, красота. Сейчас еще покажу красоту, что у нас на берегу, возле берега. Там желтенькие, красненькие, тоже все красиво расцвело. Почему мы брали перерыв, коротко тоже поясняю. Были сельхозработы, навозили навоз на огороды, раскидали, вспахали, перепахали все огород, посадили картошку, там клубника, грядки, вот если не знаю, видно, не видно, тоже почистили, прибрали клубничку и посадили новые ростки. Хочу поблагодарить Мезенцевых Владимира и Наталью за ростки, клубнику. Проживают в Кедровке, ну, в нашем Троицко-Печорске. Огромный привет. Я знаю, что смотрят мой канал тоже. Так что как-нибудь обязательно заедем к вам с камерой и заснимем немножко красоту вашего места. Кедровка тоже красивое место на берегу реки. Грядочки посажены, морковка, лучок, укропчик, петрушка, ну такая зелень. Посадили вот цветочки. Тоже вот уже кое-что проклюнулось, не знаю. Ну, если георгины, вот точно георгины. Если вырастут, тоже будет все красиво. Кое-что замерзло, кое-что вот начинает уже расти. Скоро здесь будет красота. Не успели мы отойти от весенних работ. Скоро уже начнутся летние работы. Не успеешь глазом моргнуть, уже надо подкашивать участок. Вон трава уже сантиметров 20 местами выросла. На улице тепло. Дожди и тепло сделали свое дело. Все зеленеет, все красивеет. Вот наша красавица черемуха уже расцвела. Аромат по всей округе идет. Вся деревня утонула в аромате, благоухает. Вот такая вот красота. Черемуха у нас расцвела. Дай бог, чтобы не было больших ветров, чтобы все это завязалось. И скоро, очень скоро, через месяц-полтора будем уже собирать плоды черемухи. Вот черемуха 1, черемуха 2, черемуха 3, черемуха 4, черемуха 5. У нас вокруг все в черемухе. Ну вот так вот. Это коротко о нашей сельской жизни. Пашем. 7-8 дней прошло, да, сделано очень много, и осталось сделать еще немножко. Вот остался неспаханным участок у брата, не успели. Сегодня вечером или завтра утром мы это все перепашем, и картошка будет тоже здесь посажена. Ну все, поехали на речку, попробуем найти наши запасы живцов. Если найдем, очень хорошо, значит без проблем сразу начинаем установку продольников.
Если не найдем, если еще вода большая, то попробуем сначала поймать живцов. На червя я ловить не собираюсь, потому что это долго и муторно. Все, погнали. Ну вот мы и на втором нашем участке. Красивейшем месте. Вот она, наша матушка Печора. И вот, как я вам обещал, показываю эту красоту, которая у нас растет на втором участке. Забросили один картофельный огород. И вот она. Все желтые луковицы попали на этот участок. Желтые. Вот это тоже на том участке вроде бы нет такого. Или есть, не помню уже. Сиреневенький сюда попал. Ну все цветы сюда тоже попали. Что-то поменьше, что-то побольше. В дальнейшем плана здесь разработать красивый цветничок. Здесь это все зарастет травкой, все будет выкошено. Поставить столик, качели. Ну, в общем, сделать красивую зону отдыха. Все-таки найти время сделать крыльцо и переехать сюда и жить на этом красивейшем берегу. Пока у нас уже второй год собираемся, все никак не получается. Вижу, Василий занимается продольниками. Скорее всего, уже проверяет, потому что ниже вижу уже бутылки. Тоже поднимал продольники, выставился уже по новой. Все. Ну а теперь подойдем поближе к берегу и покажу, докуда доходила вода, уровень воды. Ну, в общем, все увидим, погнали. В последнем ролике я показывал максимальный уровень воды, который, ну, за последние лет 20, наверное. Это вот до сюда вода поднималась. Вы видели эту будку затопленную. В этом, ну, до сюда где-то. В этом году она примерно, вот только до сюда вот где-то поднималась. Примерно сейчас, где я стою. Вот, сегодня утром с Романом спустили лодку. Вот, место, где стояла лодка, то есть до сюда я причаливал. Вот, смотрите, сегодня утром я спустили лодку вот ниже. И как мы видим, за 2 часа, да, часа 2 прошло с того времени, лодка уже опять на мели. То есть вода, получается, падает на глазах. Вот сейчас при вас ставлю метку. Вот так вот. Метку. И посмотрим, сколько упадет вода после установки наших продольников. Ну все, погнали. Для начала поставим то, что есть. А потом будут всплывать потихоньку по мере понижения уровня воды. Будут наши утопленники всплывать. И будем потихонечку добавлять. Если под дождь не попадем, вот идет темень со стороны поселка Троицка. Возможно, ливанет. Но мы предусмотрели это дело и взяли с собой плащ. Так что выезжаем в любом случае. Погнали. Так, ну что. Скорее всего, живцы будут. Во-первых, закинул я раколовку. Во-вторых, вижу вот наш барабан. До него еще больше метра. Я его ставил на берегу, когда поднимали продольники. То есть сейчас на данный момент уровень воды больше того уровня, когда мы поднимали. Сейчас скажу точно, насколько он вровень с водой был. 20, 40, 60, 80. Где-то около 90 сантиметров. Ну, метр, грубо говоря, выше того уровня, что мы ставили. И где-то здесь у нас, должна быть маленькая 5-литровая бутылочка с живцами. Так, бутылку нашли. Бутылочку нашли. Сейчас посмотрим, сколько там живцов. Так вот.
На первое время хватит. Здорово! Как дела? Налим лез. Эс? Того налим так. No, siellä kochitvanassa. Missä on vai tulista. Kaske teki raspojavichasa vai journalista kanka налим того что не озутайте. Вот. Живцов взяли. Пошли закидывать по новой. Ну что, начинаем. Показывал уже, друзья, не раз установку продольников, но много новых зрителей появились. Опять повторяющиеся вопросы. Как, что, почему. В общем, объясняю. Вон грузила. Многие спрашивали, откуда берем грузила. Ну, железо сейчас пошутили там мы. Сказал, что товары почты выписываем по через интернет. Конечно, нет, да. Что-то из старых запасов. Ищем похожие по весу грузила. Компактные, тяжелые. Килограммов 6, наверное, чтобы были. 5. Веревка. На веревке узел, чтобы не скользил продольник. Сюда зацепим продольник через петлю. И вот оно, мотовильце. Поступило не то что предложение, а совет. Почему, говорит, Геннадий, ты не насаживаешь через 2 губы? Ну что, попробуем. Через нижнюю продел, через верхнюю продел. Почему нет? Давайте попробуем, как дело пойдет. Раньше я цеплял под плавник в мякоть. Теперь попробуем нацепить так. По совету, я уже не помню, кого из подписчиков. Ну, друзья плохого не посоветуют. И просто так немножко подольше насаживать. Это надо аккуратно, чтобы не задеть. Вот так, надеюсь, правильно. Через нижнюю, через 2 губы провел и закидываю. Ну, попасть-то оно попадет. Посмотрим. В общем, можно чередовать. Один продольник насадить так, второй продольник насадить, как я раньше насаживал, под плавник вот так. Ну, я уже сейчас не буду. Эксперимент, в общем. Через 2 губы. И как будет лучше попадать, так будем и наживлять. Я обещал, что обязательно попробуем этот метод. Свое слово я сдержал. Обещание выполнил. Так что теперь, так, надеюсь, видно, да? Теперь будем ждать улова. Вон какие красные красивые губки. Мы как-то даже через глаза пропускали. Это помню, тоже было такое. Аккуратно под глазными яблочками снизу. В один глаз втыкаешь, второй выводишь. Тоже как бы нормально было. Крючки в основном поменял все уже, за исключением, так, более-менее, которые. Так что надежда есть. Был еще совет попробовать на двойнички. Но двойничков у меня таких маленьких нет. И пока выписывать мне их не на что. Будут деньги, обязательно приобрету и попробую. Вот. Ну как-то вот так, друзья, в общем. Я надеюсь, понятно, да? Ну давайте уже до конца покажу, как один продольник, как устанавливается, и остальные таким же макаром. Все. Так, ну вот, дошли до конца, ну вернее до начала продольника. Здесь у меня такая вот петля, и петля в петлю вот такая
Короче, получается у меня так. Вот так же беру, вот тут у меня обычная петля, и провожу вот так вот через грузило. Через грузило. Дальше через веревку. И затягиваем. Без фанатизма. Так вот, слегонца, чтобы она немного так крутилась, не затягивалась. Все. Этот узел не даст подниматься продольнику выше. Вот тут еще один узел. Потому что вся рыба движется возле дна. И если мы оставим без узла, то течением вот так вот поднимет, и продольник будет возле самой бутылки. То есть поверху будет идти, чего нам делать нежелательно. И все. Ну и дальше вот так вот берем. Говорим обязательно: Господи благослови, и кидаем. Так, веревка у нас длинновато, вода падает. Вечерком сделаем ее немного короче. Как-то вот так. Начало положено. Второй сезон, или как там назвать, не знаю, но нет. Рыбалка на продольнике после перерыва. После перерыва на сельхозе работы и все такое. Не знаю, как быстро будет падать вода. Я так думаю, недельку как минимум порыбачить мы успеем. Вот. Как-то вот так. Так, ну что, друзья, давайте же проверим, ловится ли рыба спустя неделю. После недельного перерыва, как ведет себя рыба. Вода прибывала, вода сейчас падает. И посмотрим. Времени прошло где-то чуть больше часа, наверное, пока установил наши продольнички, пока поднялся, закинул якорь. Ну вот, ну что, давайте посмотрим. Что тянуть время? Давайте же посмотрим. Народ вовсю ловит на сети. На острове вырубают профиля. Рыба по большой воде заходила вовнутрь, и теперь она скатывается. Гремит гром, скоро ливанет. Давайте до дождя постараемся успеть проверить. Так. Тишина. Нет, что-то есть. Что-то дернуло. Мальки, которых я цеплял за нижнюю и верхнюю губу. Вот. Второго малька нету. И четвертого нету. Ну, что-то клюнуло. Вон что-то идет. Язь. Ну что, начало есть. И половины живцов уже нету. Но один язь клюнул. Времени прошло совсем немного. Но один язь уже есть. Вон наш живец. Осталась одна голова. Вот он сзади хапнул. Откусил полностью тушку, но сам голова ушла дальше по леске. Ну, не знаю, ничего не могу сказать. Проверим следующий продольник. Но я вижу, что здесь почти все мальки сорваны. Возможно, здесь рыба была. И язи сорвали. Вот два последних тоже крючка пустые. Так что пока ничего не могу сказать. Но на всякий случай это наживлю уже обычным методом. Так, а на этом продольнике мы наживили живцов так, как всегда наживлял, под плавник. И что я вижу? Живцы на месте. 3 живца на месте. 4-й сорван.
И что-то там тоже есть. Вон, как погрызли живца. Полмалька нету, откусили. И тупой крючок. Надо будет обязательно поменять его. Да, это тоже у нас язь идет. Язь идет. Ух ты. Как он боится-то. Сачка-то. Ну, в принципе, та же самая картина. Только живцов осталось немного больше. Значит, получается, если цеплять за губу, то язи со стороны хвоста просто могут легко порвать, получается. Что там один язь, что здесь один язь. Но здесь живцов осталось чуть больше. В принципе, разницы никакой, только наживлять привычно, как мы обычно наживляем за спину, намного быстрее и намного проще. Так что ничего не будем менять. Спасибо за совет. Мы попробовали, но решились оставить тот метод, которым наживляю уже в течение нескольких лет. Нескольких десятков лет даже, скажем так. И здесь у нас опять за губу прицеплено. Странно, продольник почему-то вообще не натянут. Живцы на месте. Все живцы на месте. Абсолютно все. И рыбы нет. Странно. Да, живцы целые. Раз, два, три, 4, 5. А рыбы нет. Значит, ловиться стало немного похуже. Ну, как бы и времени прошло мало. 2 язя уже есть. И это хорошо. Энцкадан. Здесь тоже пусто. И все живцы практически на месте. Ладно, еще не вечер. Подождем. Здесь тоже пока пусто. И все живцы на месте. Кстати, живцы, которых я цепляю за спину, срываются меньше. Вот они все на месте. А тех, которых цеплял за губу, многие уже сошли с крючка. Так что наживлять буду своим способом.
Активность-то... О, гроза приближается, надо по-быстрому проверить еще 2 продольника этих и валить домой. Времени прошло еще мало. Вечером, если дождя не будет, спашем брату огород. И вечерком еще приедем, посмотрим. Опачки. Грязи уже плывет заметно меньше во время спада воды, нежели в то время, когда она прибывала. Здесь тоже никого. Днем ловиться не хотят. Ну и ладно. Не хотите днем, клюните вечером. Пусто. Вот и крайний продольник. Тут вообще закинули его буквально минут 10 назад, 10-15 назад. Скорее всего, здесь тоже, наверное, ничего нет. Ну да. Живцы на месте. Раз, два, три, 4, 5. Все на месте. Так что оставляем это дело до вечера. Супер клёва нет. Когда супер клёв, можно проверять продольники через каждые 10-15 минут, и рыба будет. Ну, Господи благословен бруд. Начало есть. Второй этап рыбалки на продольники начался. Продольники поставили. Первый улов, как мы видим, уже есть. И это только начало. Так что встречаемся на вечерней проверке. Всем спасибо за внимание. До новых встреч на канале Коми Рыбак.